Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов. Вы в прямом эфире. Информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Геноцид осетинского народа должен быть осужден мировым сообществом. Объявлен День памяти жертв геноцида осетин. Спустя 29 лет для ветерана Великой Отечественной войны строится новый дом. «50 лет служения Юго-Осетинскому театру». Поистине народному артисту республики Вильгельму Хасиеву 70. «20 июня объявлен Днем памяти жертв геноцида осетин». Соответствующий указ уже подписан. На заседании по мемориализации геноцида осетин утверждена и эмблема. По случаю трагической даты в республике разрабатывается план мероприятия. Подробности в нашем следующем репортаже. День памяти жертв геноцида осетин будет отмечаться 20 июня. Соответствующий указ уже подписан главой государства. На очередном заседании комиссии по вопросам мемориализации геноцида осетин Анатолий Бибилов отметил, что дата выбрана не случайно. В этот день грузинскими меньшевиками были расстреляны 13 коммунаров. Я сегодня подписал указ о назначении 20 июня как День памяти жертв геноцида осетин. Наша работа, мы все с вами понимаем, очень важна, очень необходима. И не только для нас, сегодняшних поколений. Я считаю, что она больше важна для будущих поколений. Анатолий Бибилов подчеркнул, что безнаказанность действий меньшевистской Грузии в 20-х годах аукнулась осетинам и в 1989, 2004 и 2008 году. Вот это аукнулось еще не наказанность тех, которые совершили акт геноцида в 2020 году, и не наказанность этих людей, она, я считаю, спровоцировала и дальнейшие действия Грузии, это и 30-е годы, это и 90-е годы, апогеем, соответственно, был 2008 год. И правильно говорят юристы, что ненаказанность, конечно, порождает дальнейшее совершение преступления. На сегодняшней повестке заседания комиссии был вопрос выбора эмблемы геноцида осетин к столетней годовщине событий 1920-х годов. Государственный советник президента Давид Газате отметил, что по поручению главы государства все логотипы были выставлены на обсуждение. Пора сегодня определиться с логотипом и принять какое-то решение, чтобы уже запустить все это в работу, потому что ждут своего издания книги, на которых должны быть эти эмблемы указаны, и огромное количество материалов, на которые тоже необходимо наносить эмблемы для их публикации. Значит, в интернете было много обсуждений. Президент подчеркнул, что к выбору эмблемы нужно отнестись со всей ответственностью. Она должна быть понятной, говорящей и запоминающейся, и при этом быть универсальной. Известный осетинский ученый, кандидат филологических наук Юрий Дзицойте считает, что эмблема должна затрагивать осетинскую идеологию. Это орел и пламя в одном символе. Я его покажу, вы его, наверное, помните, вы его видели. Вот этот самый символ, он мне нравится больше. Почему? Он очень простой, он запоминается визуально, он запоминается. И там очень хорошая символика. Во-первых, это вечный огонь, это огонь, в котором была сожжена Южная Осетия, и этот огонь плавно переходит в орла, это государственный символ. Свое мнение относительно того, какой должна быть эмблема геноцида осетин, озвучил и полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования, кандидат исторических наук Мурат Жуев. А все-таки эмблема, символом должен быть все-таки более четкий. Вот, я сразу сказал, вот и в прошлый раз, это для меня, вот, допустим, это уже напоминает о скорби, о крови, и, может быть, даже вот радужный ужас. После долгих обсуждений члены комиссии проголосовали за эмблему, на которой изображен орел, распахнувший крылья, охваченные огнем. Ей отдали предпочтение 18 членов комиссии. Эмблема отвечает всем критериям.
Эльвира Тибилова, Алим Бетеев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Каждый гражданин должен соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Любые нарушения карантинного режима чреваты последствиями. Если со стороны государства предпринимаются меры во избежание проникновения вируса в нашу республику, то отдельные граждане пренебрегают ими. Хочется напомнить, что своевременное обращение за медицинской помощью позволит медикам вовремя выявить заболевание, тем самым обезопасив не только себя, но и окружающих. Репортаж Ирины Битиевой. С появлением коронавируса во всем мире ужесточаются меры против распространения вируса. Карантин объявлен не только в тех странах, где выявлен вирус, но и в тех, куда может проникнуть COVID-19. Меры безопасности предприняты и в нашей республике. В экстренном порядке закрыты границы с Грузией, так как здесь зафиксированы случаи выявления коронавируса. Несмотря на закрытие границы, все же на территории Грузии остаются наши граждане, которые были отправлены на лечение по линии Красного Креста. Они могут быть носителями вируса. По возвращению в республику эти пациенты вместе с сопровождающими их лицами должны находиться в изоляции на протяжении 14 дней. Эти ограничительные меры направлены с одной целью – предупредить распространение инфекции. В связи с этим издан приказ об усилении санитарно-эпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Меры безопасности Минздрав координирует согласно комплексному плану, разработанному Комитетом Югосоцпотребнадзора, который был представлен и утвержден правительством. Разработанный план четко прописывает зону ответственности всех государственных органов, которые будут выполнять мероприятия по предупреждению завоза коронавирусной инфекции в республику. Наш приказ дает обязательства руководителям организации здравоохранения как в городе, так и в районах, где четко прописывается, чтобы руководители наших центральных районных больниц обеспечивали госпитализацию всех больных с тяжелым течением респираторно-вирусной инфекции и гриппа, потому что коронавирусная инфекция – это вирусная инфекция, и симптомы этой инфекции будут такими же, которые бывают при банальной респираторно-вирусной инфекции. Поэтому, конечно же, районные центральные больницы должны выделить для этого палаты для изоляции и понаблюдать за этими больными в течение нескольких дней у себя в центральной районной больнице. При необходимости они будут перенаправлены в инфекционное отделение Республиканского многопрофильного медицинского центра. После возвращения в Южную Осетию пациенты и сопровождающие их лица будут соблюдать карантинный режим и находиться в изоляции в специально отведенных помещениях, боксах. Для этого в инфекционной больнице РММЦ подготовлено специальное отделение. Все пациенты будут под присмотром квалифицированных врачей, соблюдая санитарно-эпидемиологический режим. Создан лекарственный запас, в наличии есть все необходимые дезинфицирующие средства. В случае выявления вируса больных будут лечить в соответствии со схемой лечения, рекомендованной Министерством здравоохранения Российской Федерации. В случае выявления вируса больных будут лечить в соответствии со схемой лечения, рекомендованной Министерством здравоохранения Российской Федерации. Инфекционная служба на сегодняшний день у нас расположена в типовом здании инфекционного стационара, где предусмотрены мельцеровские истинные боксы, предназначенные для изоляции особо опасных инфекций, инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, а прежде для пациентов больных гриппом, ОРВИ, мы приготовили второй этаж нашего корпуса. Там расположены мельцеровские боксы. Больной поступает в палату по балкону, внешне, не выходит в коридор, не общается с медперсоналом. Больные все изолированы друг от друга, не общаются друг с другом. Поэтому все меры предосторожности в этом вопросе нами учтены. Меры ограничения предусматривают и предупреждение граждан, которые будут выезжать в Грузию по линии Международного Красного Креста. Министерство здравоохранения и социального развития также берет на себя обязанности об уведомлении тех пациентов, которые отныне будут нуждаться в направлении их на иногороднее лечение, то есть на лечение в Грузию. Возможно, такие пациенты появятся, и мы их будем письменно уведомлять, что по возвращении, как они
сами, так и сопровождающие их лица должны находиться под наблюдением в течение 14 календарных дней, стационарным наблюдением, я еще раз повторяю, на базе инфекционного отделения Республиканского медицинского медцентра. В комплексе мер также прописан отдельный пункт. В случае нарушения карантинного режима гражданами, находящимися в стационаре, их будут привлекать сотрудники правоохранительных органов для принудительного наблюдения в течение 14 дней. И здесь необходимо призывать к здравому смыслу наших граждан. Как показывает мировая практика, именно карантин является самым действенным способом борьбы с вирусом, так как профилактические меры гораздо эффективнее. Поэтому не стоит пренебрегать элементарными мерами безопасности. Мыть руки хозяйственным мылом, избегать большого скопления людей и воздержаться от поездок, особенно в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Ирина Битева, Азиз Багаев, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Анатолий Бибилов обратится с посланием к народу и парламенту Южной Осетии. В послании рассматривается положение в стране, основные направления внешней и внутренней политики государства. Оглашение послания президента к народу и парламенту республики состоится 25 марта 2020 года и будет транслироваться в прямом эфире ГТРК ИР. Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает ярчайший представитель Осетинского театра Вильгельм Хасиев. Любимец публики. Имя Вильгельма Хасиева на афишах спектаклей – гарантия аншлага. О его любви и служению своей профессии можно говорить бесконечно. 50 лет на сцене, десятки сыгранных ролей. Вильгельм Хасиев не только великолепный актер, он талантливый поэт, драматург. О жизни и творчестве артиста в репортаже Розы Тедеевой. Вильгельм Хасиев – яркая личность и без преувеличения достояние республики. Вряд ли найдется в Южной Осетии человек, кто не знает и не является поклонником творчества выдающегося артиста. Сегодня ему исполнилось 70 лет. За свою творческую карьеру на сцене Югосинского госдрамтеатра он снискал любовь зрителей. Народный артист Южной Осетии, а также заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания и Карачаево-Черкесии уже полвека на сцене. Блистательный талант и несравненная манера игры на сцене. Артисту покоряются не только комедийные роли, но и драматические. Но особенно зритель любит Хасиева за его невероятный юмор. Каждый его выход на сцену всегда воспринимается с восхищением и бурными овациями. Хасиев радует зрителя на протяжении уже 50 лет. За это время десятки сыгранных ролей, полюбившихся зрителю. Знакомясь с богатой творческой биографией артиста, сложно поверить, что в юности Вильгельм Хасиев по наставлению родителей должен был получить другую профессию. Однако Хасиев настоял на своем, выбрав сцену. И спустя несколько десятков лет народный артист уверен, что выбрал правильный путь и признается, что не представляет своей жизни без sцены. Așa că sunt cu tunceatele, cu dismă mă verte și mai îndercăsăder, doi fele. Magițele vesteme, oi bine orzu. After văzut, roșii de tunceatele văzut. Первые шаги в творческую жизнь Хасиев начал еще будучи школьником. Он участвовал в хоровом коллективе под руководством Ленгиора Гусова, а после поступил на учебу в театральную студию при Югостинском театре. Будущий народный артист, как сегодня, помнит свою первую эпизодическую роль. Наивul vorzun dar rolul mă făceau, ca și eu mă nădis eu și parfuci năhas. Eu dis comisar Căciura, sermat mea frit. Люди орта роч, это 68 раз. Хайди мама орзун, ма фичакроль. Сегодня многие шутки из таких спектаклей, как «Сатты и Батты», «Пьяницы», «Робинзоны», «Шахматы», «Два жениха», «Любовник твоей матери», «Жена по контракту», «Бирахта» до сих пор помнят зрители. Потому что, как отмечают многие зрители, невозможно забыть то, как этот юмор звучит из уст Вильгельма Хасиева.
دسمد ويسرزي ماكوسم وارسكم يارسك أما ويلجرمي ماكوسنو تنكوس تنجنشون ومن ما إمبيرا خاط ويانفتما لقيا تكسترش در كم در بايروخ وين فلا ويلجرم خام بارتنيرو مدني نبات جنشتو دا فيروخي كم در خفتي سرازم بايدايشتو أفتا ودي. Художественный руководитель драмтеатра Тамерлан Зуцев считает, что для Хасиева нет маленьких ролей. Он отдает театру все силы и каждый раз переживает роль как свою жизнь. Говорит, что с ним всегда было легко работать. Стоит только поставить актеру задачу, и он сделает намного больше. Могу сказать, что очень глубокий артист, потому что для него каждая роль это непроходная. Потому что он, даже если маленький выход будет, то для него это просто роль, которую он должен, обязан сделать так, чтобы был запоминающийся. Ну и правильно это делать, потому что нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Потому что для Вильгельма сцена – это его дом. Вильгельм Хасиев заслуженно снискал любовь театральной публики. Его любят не только за талант и многочисленные комедийные роли, но и за сплошные положительные человеческие качества. Коллектив ГТРК ИР присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра. Желаем настоящему патриоту Родины новых творческих свершений и ярких ролей, а самое главное – здоровья на долгие счастливые годы. Роза Тедеева, Стелла Бязрова, Лали Тедеева. Информационный выпуск сегодня. При содействии Анатолия Бибилова строится дом для ветерана Великой Отечественной войны Сони Маккоевой. Этого события семья ждала 29 лет. Дом был разрушен во время землетрясения. Строительные работы уже на завершающей стадии. Репортаж Анжелы Кокоевой. Спустя долгие десятилетия ветеран Великой Отечественной войны Соня Маккоева получит долгожданный подарок. Завершается строительство ее дома, который был разрушен во время землетрясения в 1991 году. Тогда, чтобы не ютиться по родственникам и соседям, семья своими силами построила маленький домик. Сын ветерана Олег Санакоев признается, в то время они были уверены, руководство республики не оставит их без крова. Однако 29 лет семья живет в маленьком домике, в непригодных для жилья условиях. Многочисленные обращения к профильным ведомствам, руководству республики. Семья уже потеряла надежду. В прошлом году ветерана Великой Отечественной войны навестил президент республики Анатолий Бибилов. Он ознакомился с условиями проживания, пообещал оказать содействие в строительстве нового дома. Анатолий Ильич, Только благодаря содействию Анатолия Бибилова строительство нашего дома уже на завершающей стадии. Я сам приступил к строительству дома, но из-за нехватки финансовых средств это бы затянулось на долгие годы. Президент оказал нам финансовую помощь, и только благодаря этому мы уже скоро будем отмечать новоселье. Моя мать пожилая женщина. Она долгие годы ждет этого события, и, наконец, ее мечта осуществится. Не сдерживая эмоций, ветеран войны рассказывает, в каких условиях им пришлось жить. В свои 95 лет она, наконец, сможет жить в нормальных условиях. Спасибо большое президенту. Ко многим мы обращались, но только он услышал нас. Я часто слышала, что он помогает всем нуждающимся, и вот теперь я сама лично в этом убедилась. Он мне пообещал, что навестит меня и в этом году. Я жду. В этом году Соне Маккоевой исполнится 96 лет. Родилась она в селе Коды Бензавского района Южной Осетии. Среднее образование получила в Схинвале. Окончила медицинское училище. После оказывала медицинскую помощь солдатам в госпитале, которое располагалось в здании 3-й школы. Мои друзья поступили в медучилище. Я тоже с ними решила связать свою жизнь с медициной. Шла война. Раненых привозили из Северной Осетии. Мы им оказывали помощь, переливали кровь. Позже она работала в госансамбле «Симт», вышла замуж, вырастила 3 детей. Соня Васильевна прошла долгий и трудный жизненный путь. Но, оглядываясь на прожитые годы, она ни в чем не жалеет, по-прежнему добра и активна. Анжела Кокоева, Аида Кочева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Школа – это не просто учреждение, где дети получают необходимые знания, а своеобразный социальный институт, где школьников готовят к взрослой жизни. Для воспитания образцовой молодежи необходима колоссальная работа как со стороны родителей, так и школы. Про это не только шла речь на собрании в школе «Альбион». Подробности узнаем из репортажа Агунды Гобозовой.
Воспитанием подрастающего поколения должны заниматься и родители, и педагоги, уделяя большое внимание богатой культуре и традициям осетинского народа. Необходимо использовать все силы и средства, способствующие воспитанию разносторонне развитого человека. С этих слов начал свое выступление начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел города Цхинвал полковник Лали Гатаева на общешкольном собрании. Оно прошло с участием представителей Министерства образования и внутренних дел. Были затронуты самые острые проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются школьники. Слабости и опасности, они есть везде. В любой момент. В интернете какие-то непонятные таблетки, и алкоголь употребляют, и иногда и, к сожалению, какие-то курительные смеси. Хотелось бы всех оградить от этого, но, понимаете, не уследить. Понятное дело. Вот, в принципе, цель нашего прихода, вот наших бесед. Современный мир и понятия сильно влияют на школьников, подталкивая их на необдуманные поступки. Часто в подростковом возрасте школьники испытывают трудности в общении со сверстниками, порой им нелегко усваивается и учебный материал. Трудные подростки пытаются выразить свое недовольство и неуспеваемость с помощью хулиганских выходок, грубости, агрессии в адрес одноклассников и сверстников. Я знаю, что особенно мальчишки играют в компьютерные игры, да, вот в интернете что-то, кто-то чем-то увлекается. 1-2, если тебе скажут, что они играют в футбол. Остальные играют что-то наподобие Counter-Strike. Там, где выбирается оружие, убивают, догоняют, стреляют, любыми видами льется кровь. Вот это на психику подрастающего поколения. Конечно, влияет. Полковник Лали Гатаева считает, есть родители, которые недостаточно контролируют своих детей. Школьники во время учебного процесса под наблюдением педагогов. В каждой школе прикреплен инспектор. По словам Гатаевой, они следят за поведением и дисциплиной школьников. Однако это не значит, что родители должны снять с себя всю ответственность. Важно в этом возрасте контролировать каждый шаг своего ребенка. И хотелось бы просто более так в вечернее время все-таки побольше контроля, потому что опасности они везде подстерегают. Если честно, и каждый, наверное, из вас об этом знает. Город маленький, все видят, слышат и знают. Дорогие родители, вы не подумайте, что мы сегодня пришли кого-то чему-то учить. Мы просто хотели поговорить и довести до вашего сведения лишний раз, что более внимательно, более ответственно, потому что мы как-то сами тоже то на работе, то еще где-то, Корректировать поведение трудного подростка и помогать преодолеть трудности родители и педагоги должны сообща. Только так можно добиться результата и воспитать здоровую молодежь. Агунда Губозова, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 6 марта. По всей республике будет пасмурно. В Знаурском районе днем плюс 17, ночью плюс 7. В Дзавском районе днем плюс 16, ночью плюс 5. В городе Квайса днем плюс 10, ночью плюс 2. В Ленигорском районе днем плюс 16, ночью плюс 6. В столице республики Цхинвале днем 17 градусов тепла, ночью плюс 7. И сегодня в нашем эфире в 21:30 выпуск большого интервью с Аланом Тибиловым, героями которого стали борцы-победители Арсамак Засеев, Андрей Бестаев и их тренер Тамерлан Кочиев. А у меня на этом пока все. Спасибо за внимание. До свидания.